Общественный порядок и общественная безопасность являются основными объектами охраны деятельности органов правопорядка. О том, как наладить связь и доверие людей к органам полиции, обсудили в ходе состоявшегося в Камрате впервые Совета общественной безопасности, в который вошли представители инспектората полиции, примарии, представители неправительственных организаций гражданского общества, представители власти и Института публичных политик. Как наладить эффективное взаимодействие? Это возможно лишь при наличии доверия граждан к полиции, утверждает эксперт Института общественных политик. Мы относимся пренебрежительно с недоверием к полиции, и тогда то, что вокруг нас происходит, мы полицию не информируем, и полиции в этом не помогаем. Мы считаем, что она должна сама с этим справиться, она каким-то образом, не знаю, по мановению палочки должна узнать о каких-то правонарушениях или о преступлениях, сама по себе должна его найти, сама по себе должна его раскрыть без участия граждан. Мы в этом, конечно, глубоко ошибаемся. Такого не может быть. Доверие основано на дискуссиях. Если мы будем видеть полицейского почаще, если мы будем знать его, если мы будем уверены, что он честно, добросовестно делает максимум для того, чтобы моя жизнь или наша жизнь была в безопасности, для того, чтобы в городе был порядок, естественно, ему будут больше доверять. Доверие основано на постоянном взаимодействии между органами полиции и общественностью. Дискуссии в этом играют ведущую роль. Проведение заседаний с представителями публичных учреждений и неправительственных организаций позволят консолидировать все структуры на определение стратегии дальнейших действий. Задача его заключается в том, чтобы консолидировать все публичные учреждения, все те неправительственные организации, которые имеют непосредственное отношение к проблемам общества, органы местного публичного управления и полицию, для того, чтобы мы как раз вот здесь смогли определить стратегию, план действий и кто с чем будет заниматься, для того, чтобы можно было оказывать помощь людям, которые нуждаются в нашем присутствии. Попытки устранить негативные явления в виде преступления или правонарушения недостаточно. По мнению эксперта, действовать нужно в предупредительном характере. Полиция работает с людьми, которые как-то прошли мимо школы, мимо семьи, мимо церкви, мимо систем воспитания. Оно имеет, в принципе, работает с конечным продуктом, уже с плохой ситуацией. Когда все остальные системы воспитания и воздействия на человека, они оказались неэффективными. И для того, чтобы эту ситуацию изменить, ясное понимание того, что необходимо действовать по-другому. Не ждать, пока случится какое-то правонарушение, а действовать предупредительно, действовать по причинам возникновения, действовать тогда, когда еще человек даже не думает о том, что он может совершить какое-то правонарушение. И в этой системе действий важнейшее место приобретает Совет общественной безопасности или дискутирование и определение проблем вместе с обществом. Поддержание правопорядка возможно лишь при наличии законопослушного общества. Для этого необходимо заниматься правовым воспитанием детей. Большая проблема у нас остается в Республике Молдова. Это совершаемые противоправные деяния несовершеннолетними. Я считаю, что дабы предотвратить данный недуг, мы в первую очередь должны всегда контролировать своих детей. Где они находятся, с кем они общаются. Воспитание начинается, наверное, в утробе матери. То есть, если мы общаемся, мы внимательны к нашим детям, то я думаю, что они будут прислушиваться к тем советам, которые мы им отдаем. По мнению депутата Народного собрания Гагаузии, построение здорового социального общества – задача не только представителей правопорядка, но и каждого гражданина. Нельзя сегодня вкладывать на одни плечи все проблемы, которые происходят. В данном случае мы рассмотрим в муниципе Камрат, так выступил начальник муниципальной полиции, потому что в этом участвует, как вы сказали, та группа граждан или тот, если вернуться к вашему первому слайду, те люди, которые проживают здесь. Не имеет значения, крестьянину, или он педагог, или он врач. Это та группа людей, которые сегодня проживают и которые создают сегодня всю эту атмосферу, социальную атмосферу, в которой мы здесь находимся. И эта работа фактически должна начинаться с детского сада.
Я не говорю, что сегодня мы должны сказать, что давайте этому воспитателю в садике, и он сегодня все должен рассказать. Нет, он должен пригласить работника полиции, где там с ним должны провести занятия, как правильно проходить улицу, как надо то делать, ничего не надо, мусор выбрасывать. На дальнейшем этапе это школа, где совместное проведение каких-то мероприятий, опять же включая работников полиции, работников здравоохранения, где мы даже должны вместе с педагогами, вместе рядом, плечом к плечу объяснять различные мероприятия, которые должны это дальше производить. В принципе, мы совместно здесь, которые находимся, которые в дальнейшем должны строить здоровое, нормальное общество, социальное общество. В завершении заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между инспекторатом полиции муниципия Камрад, Примарией и Институтом публичных политик. Проект продвижения участия гражданского общества в консолидации общественной безопасности внедряется Институтом общественных политик в сотрудничестве с Генеральным инспекторатом полиции при финансовой поддержке Государственного департамента США.